Итак, сегодня я хочу рассказать всем украинцам, всем крымским татарам о том плане уничтожения единственного в мире крымско-татарского телеканала АТР, находящегося в изгнании, на плане имени вице-премьера, министра по делам временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Почему план имени Алексея Резникова? Потому что я не знаю на самом деле, кто реально стоит за этим планом, кто его готовил, кто его придумал и так далее, и так далее. А догадками я заниматься не люблю. Но так как он был изложен сегодня от имени Министерства по делам оккупированных территорий, устами там на их сайте, устами заместителя господина Резникова, то понятно, что это план в любом случае имени его. Дело в том, что сегодня господин Резников, ну, его ведомство опубликовало такую заметку, как бы наш ответ каналу АТР, который заявляет, что его уничтожают, пытаются закрыть и лишают финансирования. Наш ответ типа министерства. Да, ну и, соответственно, вице-премьер, он же министр, господин Резников. Алексей Резников умный человек, я имел удовольствие с ним общаться, еще когда он в мэрии работал, и сделал для себя вывод, что он действительно умный человек, адвокат. Я думал, что он действительно и приличный, и переживающий за Украину человек, вот буквально до последнего момента. Он даже есть во френдах у меня в Фейсбуке, мы там периодически друг другу что-то комментировали весело и так далее. Но я привык говорить правду, и правду скажу сегодня и в глаза Алексею Резникову, и всем. И я хочу, чтобы это услышал и посмотрел президент Украины Владимир Зеленский, чтобы понимать, что происходит и как у него, кто работает в правительстве над вопросом уничтожения крымско-татарского телеканала АТР. Так вот, сегодня Мининтеграции оккупированных территорий опубликовал заявление тут Foreign Policy.com Ukraine сайт. Мининтеграции, вот Минреинтеграции, вот этот текст, заголовок. Минреинтеграция обеспечить поддержку большего количества вещателей на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крым. Дальше я хочу прочитать, что опубликовало ведомство Резникова, и, на мой взгляд, что является, ну, как бы полным изложением плана уничтожения канала АТР, то есть про закрытие нашего телеканала раз и навсегда. И почему я так считаю? На мой взгляд, более откровенно изложить это невозможно. Я буду вот перекладать с украинской мовы, чтобы просто уж на одной мове говорить подряд. Итак, опубликовано сегодня. Мининтеграция обеспечит поддержку большей, чем раньше, видимо, количества вещателей на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крым. В 2021 году поддержку за счет средств державного бюджета, государственного бюджета получат телерадиокомпании, какие осуществляют вещание на временно оккупированной России, районы Донецкой и Луганской областей, а также на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. На эту программу предусмотрено почти 50 миллионов гривен. Пишется, запоминаем эту цифру. Мининтеграции будет принимать меры для увеличения объемов поддержки. Соответствующие документы, касающиеся введения прозрачных процедур финансирования вещателей на конкурентных основах, то замечаем, на конкурентных основах, то есть нам предлагают конкуренцию какую-то коммерческую, видимо, слово коммерческое из бизнеса, я не знаю опыта Алексея Резникова, но что-то такое есть, на конкурентных засадах, в условиях разработанной Минреинтеграции, и после соответствующего согласования с центральными органами исполнительной власти станут основанием для реализации программы. В основе подхода прозрачный механизм распределения средств на конкурентных опять условиях, как это предусмотрено законодательством. Мы предлагаем разделить ресурсы на несколько лотов. В частности, лот — это опять аукцион какой-то, да, то есть что-то опять коммерческое такое, аукционное, распродажа имущества какая-то, я не знаю, откуда-то из недвижимости это все, видимо, идет. Значит, лотов, в частности, в том числе и вещание крымско-татарским языком на Крым, вещание украинской мовой на Крым, вещание на временно оккупированной территории Донеччины, Луганщины. И вот еще одна цифра, которую стоит запомнить. По состоянию на сегодня в министерство пришли обращения за поддержкой от 14 вещателей. И все они требуют поддержки.
Конец цитаты. Ну, подробности на сайте и так далее. Теперь очень хорошо. Почему я говорю, что хорошо, это, что это опубликовало сегодня министерство, господин Резников дал команду, они сделали, потому что здесь есть весь состав преступлений, весь план по уничтожению АТР. Ну, начнем с того, что все прекрасно, никто не знает, кто эти 14 помников, никто никогда о них не слышал, никаких документах их нет, ничто про них не обсуждалось в плане поддержки государственной, когда бюджет готовили в прошлом году, же утверждали бюджет на этот год, да, и вдруг, обсуждали всего лишь два вещателя. Это канал «Дом», который вещает на оккупированной территории Ордло, и канал АТР, который, соответственно, вещает на оккупированный Крым. Средства, которые были заложены в бюджете, были в неравных долях. Ну, сами оцените, какое отношение к крымско-татарскому вещанию и отношение к вещанию на оккупированной территории Донбасса. Это 300 миллионов, без каких-то, буквально там нескольких гривен. 300 миллионов это на канал «Мир», который только что вот создан был при новой власти. И 50, чуть с какими-то еще гривнами, на телеканал АТР, который беженец из Крыма, у которого не было и нет тут никогда никакого своего имущества, потерял все оборудование. Канал, который снимал всю оккупацию и подвергся репрессии, сотрудники которого находятся под уголовными делами. Вот. И канал, который, между прочим, на основании съемок нашего канала, в том числе основано обвинение против России в судах международных, а господин Резников юрист, он это знает прекрасно, он адвокат. Ну вот, вроде как Алексей умный человек, но у умных людей бывает один недостаток, случается такая ошибка ментально. Они считают, что умные они одни, или они самые умные. Но, к сожалению, это не всегда так, чаще всего не так, мы тоже не дураки, поэтому я расшифровываю все по пунктам. Было, и все, кто в процессе знает, разговор об этих двух вещателях. 300 миллионов и 50 миллионов, всего 350. И этим занимается, естественно, по реинтеграции оккупированных территорий ведомство, да. А теперь почему-то речь идет о тех 50 только миллионов, которые и всегда, каждый год с 2016 года именно такая сумма, ну плюс-минус там была на бюджете, это просчитанные расходы наши минимальные, да, на вещание, на спутники, на аренду помещения, только там, 10 миллионов в год, ну и так далее. Это я расшифровывать не буду, там все понятно, одна и та же сумма. Но почему-то в этом году, внезапно в январе стало известно, что есть еще 14 вещателей. Вдумайтесь, да, они появляются в январе, мы о них ничего не слышали, и тут мы не знаем, кто это такие. Ну, видимо, нам скажут, мы, может быть, не знаем, 14 телекомпаний, которые будут конкурентами АТР, бороться за лоты на каком-то аукционе, ну, так предполагается, и так далее. В январе вдруг появляются эти 14 мовников, и если бы еще, ладно, какое-то разделение было из 350 миллионов на всех этих страждущих, да, сирот, неизвестно, просто я не знаю, кто это такие, я прошу не обижаться, просто не знаю, да, эти каналы. Речь шла о двух каналах, Дом и АТР. Вдруг появляются еще конкуренты, так называемые, поскольку у нас конкуренция, мы документы читали. И нам сообщается, что делить будут именно те деньги, которые были предусмотрены на телеканал АТР в объеме, который нам минимально необходим на выживание, вещание из Киева, находясь в изгнании до момента, когда мы вернемся в Крым. Более того, у нас за 2019 год остался долг. 15 миллионов не додали, 15 миллионов гривен из бюджета. Этот долг повис на нас. Это долг за вещание через спутники на оккупированный Крым, канал АТР, канал Аляле детского, единственного полностью крымско-татарского, благодаря которому язык крымско-татарский сохраняется. Вот программу Резников Алексей написал в сохранении языка, но канал у нас отрубают уже в суд, подают на нас спутниковые компании за этот долг. Вот такая логика, где на этом языке будут кто говорить и кто его будет слышать, видимо, на заборах что-то будут писать. Извините, но как-то вот канал нам угрожает через суд отрубить, да, через иностранный спутник, да. В итоге 65 миллионов просили с учетом того долга. В итоге, ладно, дали 50, как всегда. Уже сразу минусуем эти 15 миллионов, которые висят, и за которые нам грозят карами всякими небесными. И остается вот эти деньги, то есть их и так бы не хватило, чтобы вы понимали, да, на нормальную работу, как это было до 2019 года. Вот в объеме в сокращенном, как мы сейчас работаем, еле-еле.
Это унизительно для Крыма. Но вот остаются эти деньги, 50 миллионов, которые будут распределять еще АТР, и плюс 14 неизвестных нам, не описанных нигде пока вещателей. Еще один интересный нюанс, что в разговоре с Мустафой Джемилевым, Рифатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым, который состоялся в Кабмине, господин вице-премьер Резников сказал, что условия конкурсов еще не разработаны, ну тут и непонятно даже кто, это тайные заявки какие-то. Ну и сам конкурс не разработан. И будет он где-то через полгода, может быть, они утвердят правила, через полгода где-то проведет Минреинтеграции этот конкурс, и может быть мы на нем что-то получим. Ну, в среднем это 50 миллионов на 14, где-то 3,5, посчитайте сами, да, там 3 с чем-то миллиона на вещателя. Но для нас с долгами 15 миллионов за спутники на оккупированной территории и так далее, это понятно, что любой результат данного конкурса, это означает закрытие АТР, но АТР должен, по идее, по этому плану, как я себе представляю, потому что логика подсказывает, я не имею сведения, логика подсказывает развитие событий, что мы должны умереть раньше. Ну, например, к 26 февраля, к дню сопротивления оккупации Крыма, или к 18 мая, дню памяти жертв геноцида, потому что, денег нет, и их физически нет, если не долги, дать непонятно, когда дадут, не дадут, сколько, тоже не ясно. В любом случае, в объеме, который нам не хватит просто для выживания и вещания из Киева. Можно предположить, что господин Резников об этом не знал, о нашем состоянии, о наших расходах. Можно, но это означало бы предположить, что господин Резников не профессиональный или не умный человек. Я не могу этого сказать, я говорю, лично беседовал, знаю, что это не так. Поэтому, видимо, Алексей Резников, к сожалению моему, я думал, что он наш партнер и друг, и человек, который переживает искренне за крымских татар и Крым. Видимо, он стал нашим открытым врагом, и вот это, то, что он сказал нашим лидерам, нашему Мустафе Ага и так далее, Рифату Чубарову в глаза, что вот так будет и никак иначе, то есть фактически вот этот план реализации — это конец АТР, я считаю личным оскорблением Алексея для себя, но это ладно, я как-то в любом случае себя прокормлю. Но без канала АТР останутся наши бабушки, которые смотрят его постоянно, наши люди, которые, все смотрят, не только крымские татары, чтобы вы понимали, вы даже этого нюанса, может, не знаете. Звонят нам в студии совершенно все, из Крыма, и из Донбасса, кстати, тоже. Мы не искусственные каналы, а настоящие, и нас смотрят давно, и знают, и в мире знают, да, и все транслируют наш репортаж с оккупации, и CNN, и все такие прочее. Может, вы не знаете, я вам напоминаю, да. Вот. И я считаю это личным оскорблением для моего народа, для этих людей, которые пережили депортацию, пережили геноцид, вернулись в Крым, пережили второй раз оккупацию, и теперь к ним отношение такое, что крымские татары — это одни из 15 каких-то там вещателей. Это очень напоминает то, как относились к нам раньше при Советском Союзе, вернее, при постсоветской Украине, да, которая была такая квазинезависимым государством, и там фактически русские управляли Крымом, это была русская автономная республика, и все было отдано на откуп местным, так сказать, пророссийским силам. К чему это привело, мы знаем. Вот там к нам так относились. Вы одни из народов, там где-то в очереди стойте, может быть, в итоге ничего не давали, никуда не брали. К чему это привело, мы знаем. Это оккупация временная нынешняя, которой должен заниматься господин Резник. Вот как он занимается, я рассказываю. И, значит, стойте в очередь, может быть, вам что-то достанется. Еще древние греки, есть там, сказать, какие-то киммерийцы, может быть, еще готы, хотя это все часть нашего народа, но это опять не обязан знать министр по реинтеграции, это дополнительные знания грамотного человека, может почитать. Алексей, потом могу подарить книжку, так сказать, вот про историю крымскотатарского народа. Так что это оскорбление. То есть человек, интеллектуал, адвокат, умный, никакой не дурак, он делает сознательно то, что наши предусмотренные в бюджете нам деньги в обычном объеме, хочет разделить когда-нибудь на огромное количество других. То есть фактически за наш счет получить, устроить это свободу, равенство, братство. Да? Это нет, это называется дискриминация крымско-татарского народа. Я объяснил, почему, по пунктам. Значит, в этих конкурсах телеканал ТР, постыдных конкурсах, в этой конкуренции непонятно с кем, в принципе с кем бы то ни было, наш канал, как голос нашего народа единственно, участвовать не будет никогда. Мы не для этого боремся за Украину, не для
для этого вещаем каждый день про политзаключенных, про страдания нашего народа, чтобы на конкурсной основе снимать какие-то ролики или что-то там, какие-то культурологические программы. У нас каждый день бьется сердце вот так. У нас каждый день обыски, облавы, аресты. Каждый день строка. Более 100 крымских татар сидят в российских застенках. Более 300 детей, сироты при живых отцах. Десятки тысяч беженцев из Крыма. И крымских татар, и патриотов, и украинцев. Нам это болит, для нас это не лот, и мы не будем, я ответственно заявляю от лица всей телекомпании, коллектива, среди которого люди, преследуемые Российской Федерацией, как Гульсум Халилова со мной сидит, она беженка из Крыма в своей собственной стране, перемещенное лицо, как формально говорят, да, вот она, уголовное дело на нее, она не может видеть родителей и так далее, а теперь родители, если реализуется этот план, вот как все написано, то АТР нет, то перестают видеть телеканал, АТР и так далее. Наверное, идея стоит еще и в том, что хотят заменить АТР каким-то фейком, придумать какой-нибудь искусственный канал и сказать, что вот так и было, что вот это, вот вроде тоже по Крымстарски что-то говорят и так далее, но это не выйдет крымским татарам такое впихнуть. Это очень, опять же, похоже на действия российских оккупантов, которые тоже сказали, не хотите поднимать российский флаг, мы там это самое сейчас фейк придумали фейковый канал, который мы назовем Код ТВ, Код это задница по-крымско-татарски, да, вот, но это все не шутки, я не сравниваю оккупационные власти с нашими, это наша власть украинская, но отдельные действия чиновников очень сильно напоминают, и цели, которые могут быть ими достигнуты этими действиями, напоминают действия репрессивные от оккупантов в отношении крымско-татарского народа и его голоса телеканала АТР. Далее, так как честно сказал господин Резников, он честный враг крымских татар, честно сказал, что он будет делать с нашим голосом в период оккупации, черный квадрат рисовать на экранах в наших домах, оцепленных русскими полицаями. Я тоже честно скажу, что мы будем делать. Господин Резников, господин тоже Владимир Александрович Зеленский, послушайте, что я скажу, это наше четкое решение, взвешенное и продуманное. Конечно, повторю, что мы ни в каких позорных конкурсах и никаких лотах мы участвовать не будем. Мы будем пытаться выжить как-то сами, если вы не будете нам помогать. Будем собирать деньги с людей, которые нас смотрят. За оккупированного Крыма нам передают какие-то конверты с деньгами, бабушки и так далее. Как-то мы будем делать, но понятно, что этого мало для телевидения. Вы знаете, сколько стоит телевидение, Владимир Александрович, даже в самом минимальном виде, тем более телевидение в изгнании, которое все арендует, у которого ничего своего нет, все отнято. Не по нашей вине мы не смогли защитить там, да, наша страна не смогла защитить Крым и так далее. Мы тут не по нашей вине находимся, и помогать нам нужно не по нашей прихоти, и мы не коммерческий канал, на нас рекламу никто не крутит и не будет крутить в связи с репрессиями. Поэтому мы будем обращаться к Конгрессу Соединенных Штатов, мы будем обращаться в посольство Соединенных Штатов в Украине, будем обращаться лично к президенту Соединенных Штатов, господину Джозефу Байдену, который знает Украину и знает, кстати, про крымских татар тоже. У меня есть с ним общие знакомые, которые сообщают мне, что он в курсе всех проблем. Ну, до ТЭР мы расскажем, про крымских татар он в курсе, про Украину в курсе. Будем обращаться в Европейский парламент через наших друзей-депутатов из Польши, друзей-депутатов от Литовской Республики, которые прекрасно знают, когда уже закрывали в прошлом году АТР, это проблему, да. Значит, они будут поднимать вопрос в Европарламенте, а мы, господину Резникову тоже напоминаю, может быть, Владимир Александрович Зеленский тоже не знает, мы в резолюции 2016 года Европарламента указаны как ATR, прям написано в резолюции, канал, которому нужно помогать, потому что мы канал-изгнанник, голос крымско-татарского народа, единственная крымско-татарская электронная СМИ. На этом я закончил. Мне кажется, все ясно. И у меня нет никаких сомнений, что господин Резников, будучи умным человеком, осознает прекрасно то, что он делает. Но дополняет картину, я уже совсем маленькое дополнение сделал, и то, что недавно господин Резников выпустил такое интервью, где он написал, что в законопроекте про переходный период, в деоккупации или интеграции же, да, откажутся от слова коллаборант. То есть слово предатель не будет в законе. То есть как бы вот это очень странно. Во-первых, да, это тоже говорит о том, странно, вот кому нужна такая вещь, да, такая полуамнистия какая-то заранее, в каких украинских интересах такие законопроекты. И я знаю юристов, которые с ужасом смотрят на этот законопроект, который вносит господин Резников с явно каким-то странным, непонятным, непатриотичным уклоном, скажем так. Вот. И вместо проекта, который уже готов и был сделан рабочей группой, но это отдельный разговор, просто от того, что человек не хочет даже упоминать слово коллаборант в законах, это тоже
тоже, наверное, о чем-то говорит. И, наверное, закрытие канала АТР, которое приветствует все российские СМИ, и я опубликовал это у себя в России, говорят, что вот, наконец, Украина отказалась от Крыма, дословно, да, закрытием канала, прекращением финансирования АТР, значит, это сигнал о том, что Украина отказалась от борьбы за Крым. Но мы не отказались. Владимир Зеленский, вы должны это знать. И снова приглашаю вас к нам в эфир поговорить с крымскими татарами о Крыме, о деоккупации. А вам, Алексей Резников, я просто прямо в лицо все сказал. Вы нашему народу сейчас, в данный момент, являетесь врагом. Вот и все.